Привет, друзья! Спасибо, что включили этот подкаст. Сегодня он у нас будет немного необычным, не таким, как всегда. 3 сентября 2010 года эта дата очень важная для всех белорусских анархистов. Ее знают практически все. Она стала переломным моментом в истории анархического движения Беларуси, разделив периодизацию нашего движения на до и после. В этот день сразу в квартиры нескольких минских и не только минских анархистов ворвался СОБОР, ГУБОПИК и провели обыски, многих людей задержали, в том числе меня, еще ряд моих товарищей, что потянуло за собой знаменитое дело анархистов, множество других задержаний. В общем, самые масштабные репрессии, пожалуй, за историю анархического движения на тот момент. Сейчас уже, может, нет. Репрессии произошли из-за того, что в течение 2008-2010 годов белорусские анархисты провели ряд акций прямого действия, с большего символических, но не всегда. Всего это было порядка 10 акций с использованием лампочек, граффити, коктейлей Молотова. Это было уничтожение государственного имущества, это была несанкционированная акция возле Генерального штаба вооруженных сил, в ходе которой на территорию штаба закинули дымовую шашку. Всего, как я уже сказал, примерно около 10 акций. И за них 5 человек, участников анархистского движения, были осуждены впоследствии в мае 2011 года. 5 человек были осуждены за это, 2 согласились сотрудничать со следствием и получили химию, и еще 3, Игорь Оленевич, Александр Францкевич и я, Николай Дедок, мы получили реальные сроки и поехали по зонам. Но это уже, как говорится, совсем другая история. И сегодня, в 10-ю годовщину, представляете, 10 лет уже, как быстро время летит, на 10-ю годовщину этого события мы, участники тогдашних событий, решили собраться и посмотреть на эти события на отдалении, сделать какие-то, возможно, в очередной раз выводы для себя, вспомнить, как это было, что изменилось в стране, что изменилось в анархистском движении, какие перемены, возможно, произошли с нами за эти 10 лет. В общем, мы думаем, что вам это, конечно, должно быть интересно, особенно в свете того, что государственные репрессии сейчас происходят повсеместно, не только в Беларуси. И я рад представить вам гостей, точнее гостей сегодняшних наших. Это Лера, Алена и Настя. И сейчас, я думаю, каждый из них расскажет в 2 словах о себе, если захочет, и о том, как и в какой роли она принимала участие в событиях далекого уже 2010 года. Ну да, я думаю, нам стоит сконцентрироваться больше о том, ну скажем так, вспомнить то, как это было для нас, что для нас было 3 сентября. И, ну, например, у нас с Настей и с Миколой была примерно одинаковая судьба, то есть мы в тот момент находились в одной квартире, и кроме нас были там еще другие люди, которые собирались на тот момент тем утром помогать одному из наших товарищей, у которого умер отец. Они собирались вообще идти на кладбище, то есть нести гроб и прочее, и, к сожалению, как потом выяснилось, ни этот товарищ, у которого умер отец, ни, собственно, вот эти помогатые не дошли. А что происходило у нас? Из того, что мне тоже это помнится достаточно плохо, видимо, из-за того, что уже вытеснила, наверное, психика какие-то травматичные эпизоды, что ли, но на тот момент репрессий, если честно, не ожидалось, то есть я не могла сказать, что на тот момент 2 сентября выпустили заявление какая-то группа анархистов о том, что они берут ответственность на себя за атаку на российское посольство, но не было абсолютно ощущения, что это каким-то образом может отразиться на нас. И, наверное, в том числе из-за этого мы, собственно, и не предприняли, наверное, никаких, не знаю, мер по обезопашиванию себя, вот. И утром, это было утром, ворвались в квартиру какие-то люди, и я помню на тот момент, что у меня было ощущение, что это просто какой-то розыгрыш, потому что это были люди, одетые, да, они были в масках, но это не были люди в черном, не были люди в форме, это были люди в каких-то красных мастерках, направляли на нас оружие, и мне показалось, что это была какая-то как двустволка, то есть сначала я подумала, что это действительно просто какой-то странный розыгрыш, который должен чем-то закончиться, но, к сожалению, для меня он на тот момент закончился только через 9 дней, потому что нас всех, в принципе, на тот момент задержали, а впоследствии 3 раза перезадерживали меня по 3 разным уголовным делам. Вот. И потом какое-то время я была
подозреваемый по всем этим эпизодам, но уже в конце концов все это снялось. Вот такая моя история. Всем привет, меня зовут Алена. Да, я немножко с другой стороны этой всей истории, так как я можно сказать, меня не задерживали на несколько суток, но у меня тоже проходил обыск, и меня задерживали на 8 часов, завозили в Губопик, и я помню эти 8 часов в компании знаменитого Литвинского и других сотрудников Губопа. Вот. Но если вспоминать вообще день перед 3 сентября, то я очень четко помню, тогда еще у нас очень хорошо использовалась Индимедиа. Я вставала, примерно в 7 утра, и первым делом, конечно же, всегда проверяла новости. Залезла на Индимедию и вижу видос от «Друзей Свободы». Да? «Друзей Свободы», кажется, называлась эта группа. То есть видео, где летит коктейль Молотова, и, значит, заявление, и там, какой-то текст. Я кричу своему другу, с которым я жила на тот момент: иди быстрее, смотри, вот это да. То есть у меня был такой восторг очень большой. Он пришел, посмотрел, говорит: да нет, это какой-то фейк, ничего не может быть. Но мы были очень рады, в общем, видеть это видео. Целый день ходили в воодушевлении, но потом, когда еще раз я перепроверила эту страницу, она исчезла. В итоге удалили это видео. И, ничего не предвещало беды. И, как всегда, я 3 числа, опять же, проснулась рано утром, но уже не сама и не для того, чтобы проверить Индимедию, просто потому что уже срабатывал какой-то рефлекс, что что-то произойдет. И в итоге там через пару часов я узнала, что у многих моих товарищей прошли обыски. Вот. Это было такое сначала воодушевление и радость, а потом, конечно, тревога и такое разбитое состояние, когда ты не знаешь, что делать, потому что все происходит впервые. У меня, по сути, мои воспоминания не чем-то похожи с воспоминаниями Леры, так как мы жили в одной квартире, но на самом деле, наверное, я была первым человеком, который услышал звонок в двери в тот промежуток времени. Вот, это было около 6 утра, и, по сути, я помню, как ребята открывали двери, как они открыли, и как туда ворвались люди в форме, вот, после чего у меня было такое ощущение, я помню тогда, я такая: это что какой-то сон, я, походу, еще не проснулась, вот, потому что прям так агрессивно они влетели в квартиру, соответственно, с автоматом, по-моему. Вот, и я просто обтекла по стенке и такая думаю: так, подожди, я, походу, реально не проснулась, что происходит? Потому что какого-то ощущения, что придут, у меня не было. Оно не было для меня ожидаемым. Вот, и, соответственно, было как-то так эмоционально нестабильно. Вот, продержали меня, меня точно так же, как ребят, забрали в Главное управление по организованной преступности, тогда мне было 17 лет, я там провела чуть больше 12 часов, и меня, больше 12 часов, и меня отпустили. Меня отпустили и больше, по сути, не дергали, больше меня не трогали. Я хотела еще один момент сказать здесь о том, что было потом очень прикольно читать, потому что у нас, из-за того, что Микола сел, собственно, у нас появилась возможность получить доступ к материалам дела, и в материалах дела санкция на вот этот врывание, на вот этот обыск, на задержание, она гласила, что это просто какой-то муравейник революционного действия. Штаб-квартира молодежной, радикальной, экстремистской, бла-бла-бла, организации «Революционное действие». Да, то есть это было очень значимо как-то казалось, тогда как для нас, было понятно, что мы просто там обычные ребята, которые кормят бездомных. Вот. Социальные активисты. Спасают котиков. Это все правда, кстати. Может быть, для тех, кто присоединился к движухе недавно или вообще не очень в теме за анархистов, я чуть-чуть прыгну назад, займу еще 5-7 минут эфирного времени. Дело в том, что
Ну и потом мы, если хотите, перейдем к тому, что вообще анарходвиж представлял на тот момент. И почему мы не ожидали, скажем так, этих репрессий в том числе? Просто первая радикальная акция анархистская в Беларуси произошла в 2008 году, в декабре, когда неизвестные анархисты закинули дымовую шашку на территорию центрального РОД Минска в знак солидарности с греческими анархистами, которые на тот момент очень мощно бунтовали, да, в декабре 2008 года по случаю убийства Александра Григоропулуса, по-моему, вот, 15-летнего хлопца из Афин, мусорами, вот, и потом акции шли по нарастающей, и радикальность их также шла по нарастающей, то есть это были атаки лампочками с краской, дымовыми шашками и все прочее. Потом были сожжены мусорские билборды в городе, в том числе в центре города, было шествие где-то в 20-25 человек возле генерального штаба вооруженных сил на улице Коммунистическая, оно было в воскресенье, просто на морозе толпа прошла, повесила баннер на стену здания и закинула дымовую шашку. И просто пошла себе дальше, и пошли потом, зашли в метро, и все было окей. То есть были реально довольно дерзкие акции, которые до анархистов в Беларуси не проводил никто. Это можно говорить абсолютно точно. И кульминацией всего этого стал поджог российского посольства. Значит, тут нужно немножко контекста, почему он произошел. Потому что незадолго до этого защитников Химкинского леса, это под Москвой, там была долгая экологическая анархистская борьба против вырубки Химкинского леса. Двух защитников, Гаскарова и Солопова, посадили в тюрьму. И белорусские анархисты решили, друзья свободы, никому ранее неизвестная группа, решили таким образом высказать с ними солидарность, закидав российское посольство, в итоге сожгли коктейлем Молотова посольскую Мазду. И да, правильно сказали девушки, что на самом деле мы не ждали такого уровня репрессий, какое-то смутное ощущение было, что вот этого уже нам, пожалуй, не простят, но такого прям жесткого ожидания того, что к нам все так может быть серьезно, применят такие серьезные мерки, его не было. И возвращаясь к тому, как это было, да, я проснулся от звонка в дверь в 7 утра, подошел, стоит сказать, что этот роковой поворот ключа осуществил именно я, вот, и ворвались люди в черном, ну, мы не уверены, кто это был, Собор или Алмаз, то есть точно неизвестно. И поставили нас лицом к стене, заковали в наручники, после вошли опера, в том числе литвинский, это начальник третьего управления ГУБОПИК тогда был, сегодня это сумноведомый Михаил Бедункевич на его должности. Мы какое-то время там пробыли, 7 часов у нас продолжался обыск, потом нас всех по очереди забрали в ГУБОПИК на допрос, меня забирали последним, потому что я загрузился как главный квартиросъемщик. Вот, я отдал кота нашего соседу, который жил побач с нами, то есть, и все, и меня все забрали наши все системные блоки, огромное количество анархистской литературы, символики, всего такого, и все, меня завезли в ГУБОПИК, и только поздно вечером, то есть практически весь день эта вся жизнь заняла, а поздно вечером меня уже допросили и вместе с адвокатом отвезли сначала в ВВС, где меня перезадерживали впоследствии 7 раз, то есть меня за каждый эпизод мне давали по 3 суток, но не могли никак найти доказательств, чтобы меня посадить. И в итоге меня там продержали 21 день, 3 недели, не выпуская, что абсолютно незаконно. И после отвезли на Володарку, и так началось мое путешествие по карательным учреждениям Беларуси длиной в 5 лет. Вот. Об этом, кстати, написал книгу «Фарбы параллельного света», минутка рекламы. Вот. Но вернемся к тому, да, что из себя, попрошу как бы рассказать девушек впечатления, воспоминания, что из себя вообще представляло анархистское движение на тот момент, почему оно, да, не ждало того, что произошло, и были ли это репрессии какой-то случайностью, или все-таки это была закономерность? Ну, я думаю, что для меня этот вопрос, он связан не столько, что из себя представляло движение, потому что структурно, да, возможно, оно немного отличалось. Не скажу, что отличалось сильным образом количественно, но здесь был скорее вопрос, каким образом нас видели репрессивные органы, да, наряду или среди других оппозиционных структур. То есть стоит напомнить, наверное, что до действительно 8-9 года, 2008-2009, анархисты, в принципе, не занимали вообще почти никакой ниши в информационном потоке,
разборки в информационном поле среди там независимой прессы, среди вот других партий, движений на тот момент молодежных, там, да, Зубр, Молодой фронт был. То есть, вообще. да, в политике вообще, то есть это, скажем, анархисты, они где-то могли присутствовать, но они практически никогда не позиционировались как кто-то, кто... Ну, то есть это было действительно, ну, на тот момент, ну, то есть нам реально всем было там, да, по 20, по там, 17 лет многим, и это мы были действительно достаточно молодыми людьми, многие студентами, то есть люди, которые где-то поддерживают какие-то акции вроде Чернобыльского шляха, идут блоком, наряду с этим, да, участвуют в антифашистском движении, там борются силовыми методами, в том числе с неонацистами на тот момент или с правыми хулиганами и так далее. То есть это было, ну, скажем так, довольно маргинальная группа, про которую, типа, никто особо не говорил, в том числе потому, что тогда еще чуть-чуть популярнее или, может быть, чуть-чуть массивнее были движения оппозиционеров, ну, таких типичных оппозиционеров, да, и поэтому все внимание, в том числе там мусорское и КГБ, там, и спецслужб, было на них, то есть для них анархисты были, как бы, ну, условно, самым последним, за кем им там нужно прийти, потому что как будто бы не представляют никакого для них угрозы. Но когда анархисты, скажем так, начали лезть на рожон, да, тут как бы Микола говорил о том, что какие-то беспрецедентные начались атаки, то есть, скажем так, страху не знали, да, и целый год удавалось различным анархистским группам проводить акции прямого действия, заводились одно дело за другим, но оно не расследовалось и никого не находили, то уже, скажем, когда перешли какую-то как будто бы черту, в том числе в информационном поле, потому что захватили действительно вот этой последней акцией, все умы стали размышлять, кто же это мог сделать, как так, что это за, там, не знаю, кто-то провокация, кто-то там, наоборот, поддерживал. Вот, и мне кажется, что здесь уже на анархистов обратили внимание, в том числе как на тех, кто не действует обычными вот этими методами, которые действует обычная оппозиция, да, то есть это какая-то публичная активность, сборы подписей, там еще что-то, то есть это что-то другое и при этом мало контролируемое. Я думаю, что еще и без каких-то лиц, без лидеров всегда все происходило, и, ну, реально нас, ну, там, нельзя было сказать, что кто-то готов там, ну, публично высказываться, и поэтому не то, что репрессивные органы не знали о нас там, да элементарно там те же оппозиционеры, с которыми мы там на Чернобыльском шляхе могли где-то рядом идти, они тоже не знали лидеров, потому что у нас их не было, и поэтому, ну, как бы это, ну, такое движение как будто бы неуловимое было. Ну и мы сами, на самом деле, мне кажется, не могли себя уловить там в каких-то направлениях, в каких-то действиях, в какой-то системности, что ли. Поэтому, ну, вот было все хаотично, но мне кажется, что там, начиная с 2008 года, просто у репрессивных органов уже была оскома на зубах от нас, от, ну, действий анархистов, да, разных групп, и это уже накопилось, ну, и, конечно же, оно должно было во что-то вылиться, и вот оно вылилось там в 2010 году. Ну да, еще насчет публичности пару слов хотел добавить, что те, кто следит за анархистским движением сейчас, они уже привыкли, что там есть 2-3 анархиста на движ, да, или анархистки, которые могут что-то прокомментировать, прийти в СМИ, которые там ведут блог, постят что-то в Фейсбуке. Говорящие головы. Да, говорящие головы, как говорят некоторые. И которые как бы публичные, и их лица известны. А тогда этого не было вообще. Анархист — это человек в маске, это аноним. И даже я там хотя был, ну, известен там, грубо говоря, в анархистских кругах, но я все равно скрывал свое лицо, скрывал свою идентичность. Ну, как скрывал. Это мне тогда казалось, что я скрывал. В реальности это, конечно, это было достаточно прозрачно, если копнуть глубже. Но, то есть, публичных анархистов не было вообще. Публичных даже блогеров были там раз-два и обчелся, да, там был Life Journal, ну, это уже отдельный разговор. Но суть в том, что анархистское движение, да, в публичной сфере представляло себя совсем иначе. То есть, если сейчас, например, оппозиционному какому-то ресурсу, независимому СМИ, не зашквар сослаться на анархистский ресурс, пусть даже он заблокирован, да, там, позвать анархиста для комментария, тогда этого не делалось вообще, потому что, как сказала прежде Лера, анархисты отсутствовали вообще в публичном поле, их игнорировали, их акции игнорировали до тех пор, пока это уже нельзя
было невозможно игнорировать, да, когда подожгли уже российское посольство. И самим анархистам слова не давали вообще, потому что это было что-то не только для мусоров, но и для независимых СМИ, для оппозиции, что-то непонятное, стрёмное, неохота разбираться. Но при этом надо отметить, что, например, по той же массовости мы превосходили большинство молодежных движений оппозиционных, потому что на Чернобыльский шлях анархисты выводили 120-130 человек блоком, именно своим огороженным баннерами с флагами, да, мы очень успешно косплеили тогда западных анархистов, черный блок, и ни одна другая, я не припомню, может вы меня поправите, группа, да, оппозиционная не могла собрать именно как отдельная группа такое количество молодежи как бы в своем блоке. И я уже помню, что если Чернобыльский шлях 2008 года, да, за нами не было внимания мусоров, то когда мы пришли уже в 2009, первое, что сделали мусора, это обступили нас тихари с видеокамерами, то есть мы уже конкретно привлекли внимание, как не только организованная, но и довольно массовая группа. И вот еще один важный момент, когда во время обыска мусора вломились, поставили к стене, первая фраза, которую сказал мне Литвинский: «Слишком много у вас стало сторонников». Вот, я это очень хорошо запомнил. То есть это тоже сыграло свою роль, да, что уже вот мы пришли к той черте, после которой начинается долбежка. Я еще хочу сказать по поводу реакции, да, наверное, может быть, это чуть-чуть другая тема, но типа реакции на вот эти репрессии, мне кажется, что из-за того, что как будто бы до этого этих репрессий почти не было, ну, то есть были периодически сутки, то есть я посидела на сутках после какой-то там антифашистской акции, но это было настолько, ну, мне там дали 3 суток, то есть сейчас никому не дают 3 суток, да, никогда, и многим давали штрафы просто, то есть это были какие-то разовые, совсем очень редкие задержания, люди, скажем так, не сильно их там опасались, боялись, это никто с ними не беседовал там на этих сутках, да, то есть никому не было интересно, чем ты живешь, кто у вас там, не знаю, главный и так далее, то есть разработки как таковой особо не велось, насколько я могу себе это представить. И мне кажется, что разница, почему так сильно накрыла людей, да, во-первых, потому что это было очень массово, на тот момент более 100 человек, да, из движения были допрошены, опрошены, там у кого-то проводился обыск, кто-то реально посидел, там около 20 человек, именно уже как подозреваемый в уголовных делах. И плюс, то есть, условно говоря, представьте, что вы живете всю дорогу какой-то мирной, ну, там, спокойной жизнью, и резко все возможные методы используются против вас. То есть, это как будто ты не смог за несколько лет там привыкнуть, к примеру, да, что вот начались обыски, начались задержания, ты постепенно так как-то уже готов. А здесь получилось так, что люди были абсолютно не готовы, люди не ожидали, что просто ходя на концерты и стоя в Чернобыльском шляхе в блоке, они будут, ну или там просто имея, скажем так, контакт Миколы в телефоне, да, или еще что-нибудь такое, они попадут в какую-то такую передрягу, которая там реально изменит их жизнь и слишком их сильно перепугает. И мне кажется, вот эта неожиданность, она в том числе была связана с тем, что до этого нам как будто бы не дали привыкнуть к этим репрессиям, да, чтобы мы как бы к чему-то вообще были готовы. Может, кто-то хочет рассказать про структуры солидарности, про то, как мы помогали друг другу, потому что я это не могу рассказать, я сидел, да, я только видел плоды, как солидарность, вся эта движуха выглядела изнутри, как реструктурировался движ, как он впал в паралич, как он с этого паралича выходил. Может, ты помнишь, если ты 3-го как бы не была задержана, Алена, что вообще происходило? Потому что я тоже первые 9 дней, и Настя тоже, возможно. Я только не могу сейчас восстановить хронологию 3 числа или 4-го. Я четко помню, что мы, как обычно, забили после все просто в шоке, уже просто волна между людьми пошла информации, у кого какие были обыски, кого задержали. И просто люди решили, что нужно собраться просто и тупо скинуться деньгами, потому что, ну, как бы непонятно, что делать, потому что там и квартиры, и у кого-то, конечно же, там кому-то нужно передавать передачи, ну, то есть просто скинуться деньгами даже на будущее, если вдруг там, не знаю, с учебы попрут, с работы, работа, ну, как бы закончится, ну и все. И я просто помню, что в один из вечеров, вот то ли 3-го, то ли 4-го числа мы собрались
вечером в сквере, и я просто офигела, сколько людей на самом деле пришло. Этих людей пришло очень много, но никто ничего не мог говорить. Все просто, передавали какую-то просто одну и ту же информацию. Почему? Что делать дальше? Никто ничего не мог вообще сказать. Просто люди решили, что нужно собраться деньгами, как бы. Настолько были все ошарашены, и до этого ни у кого не было просто опыта, как действовать при таких массовых репрессиях. Плюс ни у кого не было опыта с уголовными статьями, такими прямо, да, и поэтому, это было очень так, парализовало, в общем, я бы сказала. Мы там в какой-то степени там насобирали денег, я, правда, не помню, куда мы их направляли конкретно в тот момент, но каждый день, я четко помню, просто созванивались с кем-то или переписывались, отпустят? Не, наверное, не отпустят. И потом уже понятно, после второго раза, когда перезадерживают через 3 суток всех задержанных, то, в этот раз отпустят? Не знаю. Может, нет. А что адвокат? Не знаю. В общем, были такие качели у всех, что, не было реальной инфы. И, понятно, сразу все начали думать, вообще реально, анализировать какие-то другие опыты чьи-то, какая-то, информация и помощь приходила от там каких-то иностранных товарищей, из российских товарищей, что там нужно связываться с журналистами, рассказывать, публичить, нужно что-то делать с правозащитниками, как-то, налаживать контакты какие-то. Это было самое сложное, потому что во-первых, мы никогда этого не делали, во-вторых, это нужно было публично, выходить на связь и говорить о том, что там, может быть, не называть себя анархистом, но говорить про тех, кого задержали, и что это связано вот с этим делом друзей свободы, и, понятное дело, там было написано, что это анархисты. Была ведь такая культура, что ты не называешь себя какой-то группой. Да, это было не принято. Да, и поэтому ты никогда не говоришь, что там ты анархист, и вот эта группа, и я ее знаю или не знаю. Ты просто говоришь, что какие-то люди там сделали, я ничего про это не знаю. Я просто знаю, что кто-то сидит, и мне нужно ему помочь. Очень часто же ведь использовался термин «социальный активист». Ты всегда называл себя социальным активистом для того, чтобы... Чтобы это не значило. Да, чтобы это не значило, чтобы, в принципе, на тебя не было никакого давления, так как ты анархист. А вообще, в целом, по моим воспоминаниям, я помню, когда меня отпустили, следующий мой день я начался уже с 5 утра, и так продолжалось, достаточно долгое время, то есть, соответственно, у меня не было мобильной связи, я помню, что я покупала тогда карточки для таксофона, я запоминала все мобильные номера телефонов наизусть, и я просто подходила и там звонила, мне нужно было встретиться с одним человеком, потом со вторым, кто-то передавал деньги, кто-то передавал информацию, кто-то говорил, с кем встретиться, и да, тогда было очень тяжело, но мне, наверное, было тяжело вдвойне, потому что я, по сути, фактически только-только пришла к этому, в это движение, да, и для меня было очень тяжело налаживать вот эти коммуникацию, тем более с правозащитниками, давать интервью, и ты вроде бы понимаешь, что это нужно, но у тебя есть какой-то внутренний страх, и ты не понимаешь, что будет, а тем более еще, я помню, на самом деле, сразу, когда меня выпустили, такая ремарочка, когда меня выпустили, мне там всегда твердили с Главного управления по организованной преступности, что мне дадут 10 лет. Это, в принципе, что сейчас очень часто используют в РОВД, и при задержаниях многим людям говорят, что все, вы там поедете на 8-10 лет. И я такая сижу и думаю, я реально в это поверила в 17 лет, я поверила, что все, я выйду, мне будет 27, что я буду там делать, у меня был уже план. И, соответственно, я купила карту таксофона, у меня были какие-то деньги, я выбежала, я забежала, подбежала к таксофону, позвонила родителям, и я сказала, что все, мне светит 10 лет. У меня мама была в шоке, она как стояла, так она сразу и села. Это сейчас мы знаем, что если тебе светит 10 лет, тебя никогда не выпустят. И не дадут позвонить маме. Да, и, соответственно, был такой шок. Но сейчас мы, это все понимаем уже по-другому.
И очень, на самом деле, солидарность она была достаточно большая, но она не выходила за рамки. Скажем так, помогали анархисты анархистам и сочувствующие помогали анархистам, но не было как такового прям жесткого резонанса, не было такого, что мы наблюдаем сейчас, то есть той солидарности и взаимопомощи, которую мы видим на данный момент, о ней стоило только мечтать. Я еще чуть-чуть накину своих немного личных впечатлений, что когда тебя задерживают, это на тот момент было мое не первое задержание, но первое настолько жесткое, да, когда тебя задерживают, увозят, и ты понимаешь, что ты, скорее всего, можешь уехать надолго, хотя еще тогда я в это не верилась до конца. Ты же еще, поскольку нас всех задержали, никто не успел звонить ни родным, ни близким, и для меня была очень важна эта неизвестность. Я не понимал толком, в чем меня обвиняют, какая там санкция, я не был уверен, что вообще мне кто-то поможет. И когда для меня стало просто лучиком света, когда в ИВС на следующий день я отоспался, проснулся, и в течение дня открылась кормушка, меня позвали к кормушке, назвали мою фамилию, и дали расписаться на какую-то бумажку, и это оказалось заявление на передачу. И я уже не помню, кто мне там его принес, возможно, даже мать Саши Францкевича, это вот от нее была первая передача. Я подписал, да, там мне дали каких-то там вкусняшек, там еще чего-то, и это для меня оказало такой чудесный эффект, что я вообще понял, что, по крайней мере, люди знают, где я, уже меня нашли, уже на воле крутится какая-то машина в мою поддержку, что меня не забудут, что мне там передали какой-то этой халвы, да, и это значит, все не так все плохо в жизни. Вот. И это для меня было очень, очень важным таким моментом. И я хочу сказать, что, немного, может, опережая наш сценарий, да, которого нет, что это очень важно для человека, который заключенный, знает, что о нем беспокоится на воле. То есть, потому что первое, что мусора с тобой делают, это изолируют, лишают вообще доступа к информации, лишают любой поддержки. Почему, сейчас вот на Крестина, да, вот в тот период, когда мы записываем, там, за несколько месяцев до выборов, навернули такой жесткий режим. Ни встреч с адвокатами, ни открыток, ничего. Тебе должны показать, что ты полностью один, да, чтобы сломить твою психику. И как только у тебя пробиваются какие-то минимальные лучики со свободы, да, ты видишь, что нет, ты на самом деле не один, на воле за тебя кто-то переживает, это просто жизненно важно и очень много сил придает. И я призываю всех, когда вы там попадете в застенки карательные, да, не поддавайтесь на это впечатление, которое пытаются мусора создать, да, они, конечно, будут изолировать вас до последнего, но вы должны помнить, что ни один человек не останется без внимания, ни один человек не останется без заботы, никто не будет забыт. И если даже на сегодня к вам не пробивается ни одна открытка или адвокат, или передача, вы должны понимать, что если вы, по крайней мере, анархист, абсолютно точно за вас будут бороться и выгрызать вас из этой системы просто до последнего. Я хотела еще сказать по поводу вот того, в чем я вижу разницу огромную, и вот это то, о чем частично говорила Алена, налаживание связи с правозащитниками. То есть, если сейчас весна на слуху, все знают про весну, там весна готова, условно говоря, оказывать какую-то поддержку тем, чьи права человека нарушаются, или там слишком, например, суровое наказание дают людям, да, несоразмерное и прочее, то на тот момент правозащитников анархисты не интересовали от слова совсем, и в принципе наоборот. То есть, взаимно это было, скажем, да, то есть мы не знали, во-первых, что есть какие-то люди, которые кроме твоих товарищей тебе вообще заинтересованы помогать, это раз, а во-вторых, действительно, очень долгое время, я напомню, что признали политзаключенными ребят только через около года. В ноябре 11. Да, то есть их уже осудили, и уже они были условно говоря, отсиживали свое наказание, и только через год, да, вот после задержания удалось ребят признать политзаключенными. И то это случилось только потому, что какие-то люди там из оппозиционерских шишек сидели там с Оленевичем, с Дедком, с Францкевичем в СИЗО, они поняли, что это действительно люди там с какими-то политическими взглядами, что это какие-то адекватные люди, и, что и они вписались, впряглись за, в том числе
числе за ребят, и тогда уже только под давлением, скажем так, вот этой, ну, скажем так, таких элит, да, оппозиционных и там каких-то влиятельных людей среди, ну, вот как бы такого гражданского общества, правозащитники наконец-то сказали: окей, несмотря на то, что якобы это такое типа насильственное преступление, но поскольку ребята не признают вину, как бы мы признаем их политзаключенными. А почему сидели? Потому что совпало по времени выборы 2010 года, когда пересажали там половину оппозиции, и мы уже на тот момент, анархисты, уже сидели как бы за делюги, которые там были в 8, 9, 10 годах. Вот. И поэтому это тоже в какой-то степени нам повезло, да, что нас посадили именно в этот период. Посади нас немного раньше или на пару лет позже, этого могло бы и не случиться. А тут как бы получилось, мы попали в общую канву политзаключенных, которых в тот момент было дохренище. Вот, это я к тому говорю, что на данный момент ситуация полностью изменилась, что правозащитники достаточно открыты к тому, чтобы помогать, в том числе анархистам, ну, не потому, что они анархисты, а просто потому, что, как бы, в целом изменилось, скажем так, наверное, подход к тому, что считать политическим преследованием. И мне кажется, в том числе это дело, оно стало каким-то таким, ну, толчком для правозащитников, чтобы переосмыслить вообще, что они считают политическим преследованием. Не только написать книжку там, да, или расставить листовку, но преследование может быть в том числе за какие-то вещи, которые там тебя обвиняют, ты в них там не обязательно признаешься и так далее. Ну, и я хотела сказать отдельно, да, о том, что на тот момент, ну, вот, не существовало какой-то структуры анархистской, да, которая поддержку, вот, Алена рассказывает о том, что это были просто какие-то спонтанные сборища, да, и так далее, то сейчас уже там, вот, наверное, после этого как раз-таки тоже это дело стало толчком для того, чтобы образовался анархистский коллектив, анархический Черный Крест, который, ну, специализируется, скажем так, на помощи анархистам или там другим антиавторитарным активистам. И он уже действует, там, наверное, более 10 лет, да, если сейчас так посмотреть, ну, меньше, да, если после 10-го, значит, получается, что, ну, как бы эта структура, ну, судя там по тому, что они публикуют, да, по тому, какие отзывы есть о них там в движении, она, ну, как бы достаточно хорошо в плане поддержки, то есть в плане концентрации каких-то усилий. И я думаю, что возьми меня сейчас, вот как Микола говорил, когда ты не знаешь вообще, кто тебе вообще будет ли помогать, то сейчас, если там, условно говоря, кто-то садится, ну, как минимум за себя я могу сказать, что я считаю, что я как бы спокойна, что мои родители не будут платить там за какие-то деньги за меня, что у меня будет адвокат, какой бы там ни было, да, то есть я, ну, ощущаю, что я как-то увереннее, более понимаю, что на свободе обо мне позаботятся. И это, мне кажется, тоже было очень важным нововведением, скажем так. Ну, я думаю, вы, может, хотите добавить еще, как вообще движ изменился, перейдем уже к этому вопросу, да, то есть за эти 10 лет какие изменения произошли в движении, в нас, в нашем подходе. Хочу отметить, что, ну, я думаю, это не будет очень палевная информация, да, что все люди, которые сейчас сидят вот за этим столом, записывают, все до сих пор продолжают в той или иной форме как бы участие в анархистском движении, и это очень классно, я считаю, что мы вышли, ну, какая-то часть наших активистов, она вышла на такой устойчивый уровень активизма, да, то есть это не какое-то подростковое увлечение, это не пока ты студент, ты позанимался, побегал, потом у тебя появилась семья, ты забил, а то есть все мы как бы как минимум сохранили эти контакты и свои убеждения, это как бы я считаю очень классно. Ну да, я хочу, может, вы расскажете, как вы видите изменения в движении за эти 10 лет. В принципе, за 10 лет я вижу самое главное, наверное, самое весомое изменение — это работа над безопасностью, потому что, честно говоря, мне безумно тяжело, лично мне тяжело, потому что я не очень дружу с техникой, в принципе, ни с компьютерами, ни с телефонами, они тоже со мной не дружат, но, тем не менее, сейчас ты понимаешь о том, что такое VPN и как оно работает, что такое, какие анонимайзеры ты можешь использовать, что у тебя должно стоять на компьютере для того, чтобы не только обезопасить себя, скажем так, от милиции, да, а в первую очередь еще, ну, и обезопасить от любого проникновения в твой телефон, вот, и либо в твою компьютерную там технику, вот. На самом деле это стало как-то, что ли, превращаться внутри движения в какую-то моду, ну, потому что это абсолютно адекватно. Вот, в плане безопасности запаривались все, то есть даже какая-то информация, она не передается ни в коем случае по телефону, ее лучше говорить вообще
по сути, через либо зашифрованное соединение, либо, тем не менее, ты там встречаешься лично с человеком. Вот. В этом я считаю, что, ну, как бы есть огромный плюс. Ну, я могу сказать, анархисты изменились, анархисты стали, как мне кажется, более взрослыми. Пусть даже там сейчас, ну, там есть какая-то часть молодых людей, они студенты, но они в любом случае с какими-то, ну, то есть не свойственными для их возраста убеждениями, ну, как мне кажется. Потому что я себя помню там в те годы, и, ну, мне кажется, я была такой немного распиздяйкой. А все люди, которые сейчас в моем возрасте, в том моем возрасте, они такие серьезные, они очень серьезно относятся к своим убеждениям, к принципам, они очень серьезно относятся к безопасности, и в какой-то степени это, конечно, влияет на массовость, наверное, анархистов, потому что очень сложно перенять это все, принять для себя и вообще присоединиться к какой-то из инициатив. Ну, и это, ну, там, наносит какой-то отпечаток. Но в любом случае, мне кажется, если анализировать, как к нам относятся другие какие-то, ну, то есть оппозиционные структуры или просто люди, то, мне кажется, анархистов уважают. И это отличается от той ситуации, что была там до 2010 года, в 2010. Да, я поддержу как бы и тебя, и Настю. Согласен, во-первых, изменилось отношение к анархистам, да, то есть те репрессии и та активность, которую мы продолжили после репрессий, потому что потом были большие волны репрессий также в 2013 году, в 2014 перед чемпионатом мира, 2015 год вообще как-то, прошел просто под знанием репрессий. И вообще мы сейчас практически живем в таком состоянии, когда, ну, репрессии стали фоном нашей активности, перестали быть каким-то эксцессом. Вот. Я сам сейчас, записывая этот подкаст, да, имею как бы на себя там некое подобие уголовки, да, то есть у меня дома был шмон, и скрываюсь от мусоров, вот, и это не воспринимается как что-то чрезвычайное. Вот. И поэтому анархистов действительно они завоевали определенное уважение в гражданском обществе. Я сейчас не вижу, чтобы кто-то шарахался от этого слова или там воротил лицо, как это было раньше, там, до 2010 года. СМИ охотно постят наши акции, дают иногда высказаться. Плюс у нас уже есть свои СМИ, свои какие-то голоса, пускай не такие развитые, но это не то, что было раньше. Вот. По поводу безопасности абсолютно верно, то есть это стало именно культурой внутри анархистского движения, какой-то набор привычек и традиций уже, не какие-то разовые действия, а как какое-то постоянное поведение, которое ты должен поддерживать, чтобы поддерживать на должном уровне доверие к себе, как к товарищу, как к участнику. И как только ты перестаешь этой культуре следовать, к тебе как бы возникают вопросы. И это как бы очень классно и правильно, я считаю, это существенно усложняет сбор информации для оперативников. Вот. Хотя нужно признать, что тут, да, не все так равномерно. Многие люди, которые там входят в анархизм или считают, что они входят через какие-то субкультурные тусовки или через каких-то отдельных личностей, они могут этого не соблюдать, но и, к сожалению, раньше или позже расплачиваются за это там какими-то жесткими репрессиями. Думаю, ну вот Лера еще скажет, что думает по этому поводу, и хотел бы тоже предложить также порассуждать уже под конец о том, как изменилась тактика мусоров, в первую очередь ГУБОПИК, третье управление, потому что это именно служба, загруженная за анархистами, была 10 лет назад и сейчас, что они делают и как себя ведут и как изменилось их взаимодействие с анархистами. Я хотела сказать, вот отреагировать на то, что сказала Алена, о том, что люди выглядят, ну, как будто более взрослыми или оформившимися, скажем так, даже при молодом возрасте. И мне кажется, как раз-таки это в том числе следствие или, наверное, предпосылка, я не знаю, как это назвать, то есть это что-то связанное с тем, что эти репрессии стали фоном, то есть это ты как будто бы, если раньше для того, чтобы там быть анархистом или быть с анархистами, достаточно было просто
хотеть тусить, не знаю, с прикольными ребятами, и, в принципе, для тебя это никак... Очень мало последствий для тебя это, в этом носил, как бы, этот образ жизни, наверное, или там даже активизм, он не нес каких-то явных проблем для тебя, то теперь, если ты хочешь, то есть ты должен, во-первых, понять, что ты, типа, дико хочешь, попытаться пробиться к этим людям через все вот эти вот слои культуры, да, безопасности, чтобы тебя там, не знаю, долго держали на каком-то испытательном сроке, прежде чем ты вообще войдешь в какой-то там круг доверия, и потом ты понимаешь, что если ты тут остаешься с ними, то это довольно стрёмно. И, в принципе, мне кажется, что люди, которые решают все-таки остаться, ну, они как бы вынуждены повзрослеть, да, то есть и здесь это вот как, то же самое, как сейчас, вот у нас есть... Вот когда ОМОН разгоняет толпу, да, или ОМОН пугает, к примеру, там, гранатами или чем-то. То есть и всегда ОМОН имеет какое-то равноправное количество процента. Одни люди очень сильно пугаются и уходят, это то, чего они хотят. А второе количество людей пугаются, понимают, что это жесть, и радикализируются. То есть они понимают, что, ну, мы не можем такое терпеть. И вот это, в принципе, любая репрессия достигает вот такого... То есть они понимают, что большинство, да, ну пусть 80% убегут, когда ОМОН на них побежит, но останется там 20 из 100 человек, которые останут в сцепку, да, и то есть мне кажется, что это работает с любой репрессией, в том числе с анархистами, то есть у нас сейчас как бы не количество, да, как бы, а качество, то есть те, кто остаются, ну, скажем так, они, типа, понимают, что в живых останутся единицы, да, и готовы, типа, до какой-то меры, понятно, ну, никто из нас там, не каждый из нас там готов там идти до каких-то концов, там, побед и прочее, но насколько это возможно, люди готовы как-то вкладываться в это и в том числе рисковать и своей там свободой, и, возможно, здоровьем или какими-то плюшками, типа там, ну, работа хорошая или стабильная там жизнь и еще что-то. Отношения с родителями. Да, отношения с родителями, отношения с своими партнерами, потому что, то есть это всегда тоже вопрос, как бы, кто будет, не знаю, с тобой, условно говоря, встречаться, зная, что у тебя каждый день может обыск произойти, да, ну там, условно. То есть это всегда такой вопрос, который ты... То есть это уже к вопросу того, что каким образом жизнь изменилась, да. То есть жизнь действительно меняется, репрессии встраиваются в твою жизнь, и они встраиваются не только в жизнь твою как активиста, но и как твою как человека. То есть теперь все, ну, скажем так, если твоей маме до тебя не дозвониться последний месяц, потому что тебе нужно быть выключенным телефоном, да. То есть и как бы люди должны с этим как-то свыкаться и прочее. То есть это отражается на всем. Но вернем, ты хочешь... Одну ремарочку я просто вспомнила раньше, когда задерживали где-то, пусть на сутки, или вот уже как в 2010 году там уже по уголовным делам, то когда задавали вопрос задержанному, откуда ты знаешь этого человека, все говорили, да на концерте познакомился, сейчас вряд ли кто-то так скажет. Ну да, потому что панк-концерты, они были каким-то главным вербовочным хабом таким, да, для анархистов, там по зеленой раскладывали литературу, продавали журналы, раздавали какие-то листовки, собирали деньги на ЧК, и туда, чтобы вы понимали, как бы слушатели, приходило реально до хрена людей, и не зря мусора, как бы, вот из-за таких вот говорений на концерте познакомились, мусора начали делать маски-шоу на концертах, да, потому что там, понятно, да, из 200-300 человек, которые на концерте будет как минимум 1,5 десятка потенциальных экстремистов, да, их там можно найти, нужно все данные переписать, внести в базу какую-то и так далее, вот, и поэтому, да, сейчас приходят на концерты там по 30, 40, 50 человек, которые, наверное, всего боятся, да, и там и не всегда литература присутствует, поэтому и говоря о том, как изменилось движение, изменилось какие-то способы прихода людей в движение, да, то есть если раньше это было ФНБ в первую очередь, панк-концерты и связь с анархистскими организациями по имейлу, да, то сейчас, наверное, осталось, ну, ладно, я не буду говорить сейчас, какие способы прихода движения, да, но они как бы сменились кардинально, скажем так. Ну вот ты тут затронул немного про тактики, да, типа маски-шоу на концертах, ну вот можем вернуться к тому, о чем ты говорил, типа как изменились тактики мусоров.
типа до и после, и все, ну, первое, что мне приходит в голову из последнего, это, наверное, попытка оказывания в том числе не только физического какого-то давления или физического лишения свободы или чего-то, но и попытка психологического давления, типа создания каких-то там каналов, где происходят там дианоны анархистов, какие-то про них истории, не знаю, голосования, мемчики и прочее, то есть как бы сидит реально оплачиваемый человек, да. Звание не ниже майора. Да, то есть который как бы клепает вот эту вот всю вещь. Ну, я думаю, что на самом деле ему работать намного прикольнее, чем другим людям, которые не занимаются этим. Ну, в плане, что я бы хотела лучше сидеть на мемчиках, чем бегать на какие-то выезда. Ну, типа, и тебе прикольно, ты знаешь свою кухню, у тебя там все папки под рукой. Вот, ну, это... Или, например, как было с Рабковой Машей, да, когда ее зарегистрировали на каком-то сайте для там поиска секса, да, и потом ей стали там названивать, писать вайбер с предложениями о том, как бы, где там можно как бы потрахаться, да, то есть это тоже форма психологического давления, и понятное дело, что, наверное, лучший выход из этого — это не вестись на это, потому что это все создано только для анархистов, никому это больше не интересно, никто не читает, да, истории про анархистов смешные, и кроме типа мусоров и нас самих, поэтому как бы я туда вообще никогда не заглядываю и, в принципе, призываю всех других тоже так делать, потому что как бы это все, ну, тогда оно как минимум не достигает этого эффекта триггерения от какого-то бреда. Да, и никогда не нужно, если вы там про себя увидели какой-то мусорской вброс, тут же в своем аккаунте, в Фейсбуке, в Телеграме, канале писать: мусора такие козлы, вот это неправда, а то неправда, и вообще вы сами дебилы. Тем самым вы показываете, что вас это задело. Ну, то есть оно достигло цели, да, то есть вас бомбит, мусор потирает руки. Просто это игнорьте и понимайте, что это все как, ну, действительно делается не для какой-то публики, чтобы очернить в глазах общества анархистов, а это делается, ну, для вас. И еще, да, добавлю про моральное давление. Мне почему-то пришла на память тактика Штази, которая в ГДР использовалась против диссидентов. По-моему, она называется биодеградация, или вот, по-моему, так, боюсь ошибиться, вроде такое слово было, когда они именно уже не могли убивать диссидентов напрямую, но они доводили их до самоубийств, либо до сумасшествия именно в течение лет целых под таким давлением. Например, они могли прийти домой и просто без единого ничего переставить все вещи в доме. И человек приходит, он не понимает вообще, что произошло. Или, например, сделать какие-то коллажи, да, еще там до того, как Photoshop появился, как где-то там с голыми женщинами, например, и подкинуть это священнику, да, который там, у него прихожане идут к нему в церковь, а это на дверях церкви развешено, например, да, распространять слухи, опять же, разные, порочащие про человека, оставлять какие-то записки с угрозами, то есть вроде как ничего серьезного, никто тебя не бьет, не пытает, не сажает в тюрьму, но в течение лет это производит очень разрушительное впечатление, влияние на психику, и я думаю, наши мусора, да, в какой-то мере, они переняли, да, этот способ, да, в современных условиях. То есть постоянно распускают какие-то слухи про кого-то, пытаются опорочить в среде своих же, да, анархистов, или пытаются, мне, да, там, я как публичный человек много с этим сталкиваюсь, потому что у меня есть аккаунт в Телеграме, куда может написать каждый, да, и то есть, периодически пишут мусора с какими-то вбросами, с оскорблениями, с попытками спровоцировать, то есть были очень смешные случаи, которые я не буду сейчас рассказывать, потому что это долго, но видно, что все они идут как бы на то, чтобы расшатать твою психику и сделать тебя менее эффективным как активисту. Это, я считаю, одна из главных таких, да, нововведений, которые они ввели вот за эти годы. Мне кажется, еще тоже что-то похожее, связанное с медиасредой, это то, что чаще и чаще мусора пытаются компрометировать тебя, когда ты сидишь. Например, вот из недавнего, да, когда они записывали видос с укропом, только для того, чтобы разместить его в этом, типа, паблике для анархистов. То есть, типа, Губоп едет в колонию общаться с каким-то там бывшим, или не знаю, кем сейчас себя считают укроп, анархистом, чтобы разместить его в паблике для того, чтобы, типа, посеять какую-то смуту там, да, и так далее. И это, с одной стороны, выглядит смешно, а с другой стороны, это
это тоже форма такого, ну, скажем, то есть приход на беседы, где, типа, тебя заставляют, скажем, ну, как людей заставляли кричать «я люблю ОМОН», да, это очень похожая тактика на то, чтобы как сказать, на видео что-то сказать, да, на видео сказать что-то, что тебя заставит сломаться, почувствовать себя кончено, стыдно, а в глазах твоих товарищей тебя там либо скомпрометируют, либо заставят их бояться, что это там произойдет и с ними, да, что в любой момент могут к тебе там и в тюрьму прийти, и тебя найти, и там и заставить тебя снять. Наверное, сейчас это уже меньше используется, но в 2010 году был такой анархист Дмитрий Дубовский, который как бы скрывается до сих пор, и вот он в 2010 году его тоже пытались разыскать, и его мать рассказывала о том, что мусора грозили ей, что они распечатают его портреты и развесят по всему городу и напишут, что это какой-то жуткий преступник, а он жил, по-моему, в Солигорске, и я просто помню, что для нее это был просто конец света, то есть чтобы, типа, все узнали вокруг, кто, ну, это маленький город, да, все друг друга знают, то есть это такое давление, типа давление какого-то как общественное, и мне кажется, что понятно, что никто это не реализовал, не будет никакие мусора там, ну, может, сейчас и будут, да, но, типа, это просто было понятно, что угроза, но мне кажется, что сейчас, с тех пор я не слышала ни о чем таком похожем, то есть, видимо, либо это не работает, либо это, ну, нашли какие-то другие способы попроще. Ну, мне кажется, что еще вот все, что связано там с видео, когда Губопик приезжает куда-то и кого-то заставляет говорить на видео, то вот этот материал, когда он выкладывается публично, ну, мне, например, говорит о том, ну, если, например, брать Укропа того же, то мне говорит это о том, что они имеют очень большую силу. Потому что, ну, в какой-то степени мне какие-то публичные личности из нашего сообщества, да, ну, тот же Укроп, он себя называл анархистом, да, мне казалось, что, ну, это просто такая стена, которую невозможно раздолбить. И когда я вижу видео, где он несет такую чухню, и это, ну, и как бы это видео делают мусора, я просто чувствую, насколько они могут влиять на психику, какими способами они давят на человека, чтобы он сломался. Ну, то есть только вот это может как-то немножко такой посеять страх в тебе. Ну, то есть потому что психологически, скорее всего, они давят офигенно. Я внесу нотку оптимизма, если можно, что, во-первых, Укроп, да, я бы его уже не относил давно к стойким людям, потому что он уже давно употреблял наркоту на тот момент, да, когда сел в Беларуси и когда к нему приехали. И могу сказать, что никто там не давил на него с такой лютой силой, чтобы, ну, да, чтобы это нельзя было выдержать, скажем так. Все, что ему сделали, да, как по его собственному признанию, это пригрозили новым сроком. И мне кажется, если ты анархист, ты должен быть готов как минимум к угрозам, да, и не записывать под угрозой нового срока какую-то там фигню для мусоров. Это один момент. Другой момент, приду противоположный пример, что когда был нахват в Крупках в 2018 году, когда приехал СОБР, то одного из наших парней как бы отвели губоповцы и собровцы в сторону в лес и потребовали, держа в руках наклейки анархистские, сниматься тоже там что-то, притом что-то говорить просто про эти наклейки. Не говорить там все анархисты дураки, да, а просто говорить вот что у него за наклейки в руках. Он отказался, его несколько раз ударили, он все равно отказался и все, и видоса никакого мусоров не получилось. То есть нужно различать степени давления, да, и понимать, что есть степени давления, которые, как на мой взгляд, должен уметь терпеть каждый, вот прям таки должен, да, то есть это угрозы, психологическое давление, шантаж родственниками, там, еще кем-то, репутацией. Но есть вещи, которые желательно бы терпеть, это просто побои, да, но есть вещи, которые могут терпеть только единицы, да, это какие-то жесткие пытки или там какие-то очень жестокие побои. То есть как-то должна быть градация, и надо понимать, что в реальности насчет их силы, ну, по крайней мере, я могу сказать, что никто, по крайней мере, из анархистов не будет гнать на других анархистов по своей воле. Только, ну, на видео мусорское, да, только может сделать это под действительно каким-то давлением, и поэтому сила тут для меня под вопросом, если все, что они могут, это добиваться своими целями только исключительно насилием, потому что правды на их стороне нет.
Вот, и если еще сравнивать, кстати, ну, говорить о, в принципе, каком-то насилии, то я бы хотела подчеркнуть физическое насилие. И если сравнивать то, что было 10 лет назад, и то, что было сейчас, то разница очень, на самом деле, большая. Все-таки сейчас они как озверевшие, то есть мусора, ну, это действительно факт. Мы сейчас наблюдаем не только жесткое физическое насилие, избиение, пытки, мы также и наблюдаем сексуальное насилие. И 10 лет назад, безусловно, людей били, это было, и 5 лет назад было, но не с такой прям особой жестокостью. Ну да, согласен. И еще про изменения в тактике мусоров, я считаю, очень важно, произошло изменение, участилось использование каких-то продвинутых технических средств. Во-первых, уже не раз были замечены попытки взлома телеграм-аккаунтов, было замечено не раз использование прослушки, вплоть до того, что один раз эту прослушку выкинули в тот же самый канал мусора, чтобы скомпрометировать человека. И минимум один раз, но это, правда, было еще в 2010 году, мы зафиксировали использование скрытой видео, ну, во-первых, наружную слежку и использование скрытой видеозаписи. И еще, конечно, сегодня, 10 лет назад, как и сегодня, главным помощником мусора в идентификации человека является его мобильный телефон. То есть, если раньше по мобильному телефону вычисляли, ну, как мне кажется, до 2010 года только случаи уголовных преступлений, то сейчас просто, за обычные административки, чтобы просто дать тебе, сутки, за тобой будет ездить этот пеленгатор, тебя ловить под подъездом или еще где-то в любом месте в городе и тебя забирать. То есть, если раньше нам казалось, ой, да не, они не будут запариваться до такой степени ради там меня какого-то. Нет, сейчас они реально запариваются, потому что работает целый огромный отдел, там порядка 20 человек, только для того, чтобы долбить этих как бы анархистов. Им нужно чем-то заниматься. И поэтому они как бы действительно запариваются, прилагают массу усилий. То есть я бы сказал, что существенно увеличился ресурс за это время, который был против нас брошен. Ну, здесь еще стоит сказать, что до этого не было, например, превентивных задержаний никогда, да, то есть задержаний перед какими-то массовыми акциями или там вызов на допрос, чтобы ты просто не смог быть в каком-то месте. После 2010 года это все началось. Потом не было, например, до этого, ну, по крайней мере, неизвестно было об обысках, которые не были бы связаны напрямую с каким-то конкретным делом твоим, то есть сейчас обыск может проходить вообще просто думаем, что у тебя может быть оружие. Да, то есть, и такое может, ну, вообще, там, каждый день у любого проводить. Если раньше им как бы, ну, требовалась, типа, какая-то причина, и вот просили, там, например, да, за нас, чтобы они накрыли вот эту хату революционного действия в 2010 году, да, то теперь как будто не надо вообще, ну, есть зеленый свет вообще на все, в том числе, да, действительно, слежки там за какими-то, ну, там, твоими, возможно, транспортными средствами, еще что-то, вот, плюс, мне кажется, что еще, ну, сейчас, как бы, правильно уже заметили, что раньше выслеживали по мобильным телефонам, именно по соединениям, если я правильно помню, то многие в 2010 году говорили, что на допросах они прям видели на стене там такую сеть, типа, в которой там в середине там висел, не знаю, Микола или Линевич, да, и вокруг него там какие-то линии, которые с какими-то контактами его связывают, то есть создавалась прям такая, типа, чертеж, да, типа, с кем этот человек чаще всего созванивался, когда и так далее, то теперь понятно, что анархисты перестали, ну, скажем так, созваниваться, но с другой стороны, ну, и сейчас даже не про анархистов речь, да, а в целом, что люди стали меньше созваниваться, люди больше общаются в интернете, но прикол в том, что и возможности взломать тоже есть большие, например, как бы про Беларусь еще пока неизвестно, но я думаю, это очень легко, но в России там клонировать сим-карту с российским номером не составляет никакого труда, чтобы там получить доступ к твоему телеграмму. Поэтому иметь, скажем так, телеграм на свой номер белорусский, ну, тем более он на твой паспорт там или еще на что-то, то есть это уже как бы палево какое-то, да, то есть мы понимаем, что вот эти технологии, и это даже вопрос не белорусских мусоров, то есть просто в целом, ну, как бы, скажем так, вопрос слежки, он очень быстро развивается, конечно же, вопрос антислежки тоже развивается, пытается идти в ногу, то есть всегда как будто бы на любое действие можно найти противодействие, но и наоборот, то есть мы начинаем что-то использовать, и это через 3 месяца устаревает, да, там, или через полгода. Мы находим что-то новое, и полгода нужно мусорам, чтобы к этому приспособиться. То есть это как будто бы постоянный бег с препятствиями, где периодически кто-то кого-то обгоняет и так далее.
Ну что, ребята, я очень рад, если вы дослушали этот подкаст до конца. Надеюсь, много полезного, интересного мы сегодня для вас наговорили. Призываю всех подписываться на мой канал, там, где подписываться на меня, там, где вы послушали. Вообще, сегодня, конечно, была интересная, приятная беседа. Мы немного как мушкетеры 10 лет спустя собрались, такие деды, обсудить, как мы, там, и бабы, обсудить, как мы воевали, но я очень рад действительно, что все эти люди до сих пор в строю, все мы до сих пор рядом и занимаемся плюс-минус тем, чем занимались раньше, только уже на более высоком уровне, и я верю, что когда-нибудь через 5-10 лет мы соберемся не только для того, чтобы обсудить былые репрессии, но и какие-то свои великие победы, и надеюсь, вы, мои подписчики, те, кто это сейчас слушает, нам в этом поможете и сами не будете отставать в борьбе за правду и справедливость. Спасибо всем еще раз, кто дослушал, с вами были анархисты. Всем добра и критического мышления.